Друзья, приветствую вас, витаю вас. Так, сегодня 28 ноября, октября, извиняюсь, 2024 года, 16 часов по Берлину, 17 по городу Джахару. Я вас всех приветствую, друзья. Стрим у нас идет на канале YouTube Reality и на канале Аслана Арцуев в TikTok. Так, что еще, как обычно, нужно сказать? Те, кто находится в России, не ставьте комментариев, не комментарии, не ставьте лайки, не пишите комментарии. Ну, все вы знаете, ваша безопасность в ваших руках. А те, кто находится за пределами временно оккупированной Чеченской Республики Ичкерия, либо России, пожалуйста, пишите комментарии, ставьте лайки и так далее. Я тут что-то намутил в ТикТоке, сейчас пытаюсь разобраться. Развитие команды, достижение цели, взаимодействие с зрителями, что-то такое. Ну, короче говоря, не особо разбираюсь. Валейк салам. Тони. Тихий валейк салам. Ночь бусал ваш асам. Так, Тихий, это Гламур сменил, видимо, название, да? Я тебя не выдал случайно, Гламур? Или Тихий? Иштиазюрхцу, алейк салам. Иштиазюрхцу, комментариев. Такс. Что тут происходит? Сообщение отправлено. Мимино оскорбление, даже орков нельзя матом оскорблять у нас. Поэтому, пожалуйста, не оскорбляйте. Дику Тони, дику Далбухаста, хаму. Так, друзья, сегодняшний наш стрим, в принципе, я его также приблизительно также назвал, как вчерашний на чеченском языке был. Давайте об этом и многом другом поговорим. Россия, ФСБ, тайный план ФСБ, Россия погружается в террор и хаос. Давайте об этом поговорим, друзья. Задавайте ваши вопросы и так далее. Сводка с украинских фронтов я вам сегодня не сообщаю, так как нет возможности сейчас глянуть. Но потери колоссальные. По-моему, 1600 было вчера убитыми и ранеными, или это уже сегодня, за прошедшие сутки, российских оккупантов. Война продолжается, страшная война, кровавая война. Ну вот как-то так. И в связи с этим все больше и больше разговоры появляются о том, что с Россией нужно договариваться. КГБшники со всех углов, в том числе и с Украины, начинают там нам что-то рассказывать. Одни рассказывают о капитуляции, другие рассказывают о переговорах там, и так далее. Решать, конечно же, украинскому руководству. А мы будем наблюдать. Вот, Гламур, ты тоже вернулся. Ассаламу алейкум, ночи бусал, ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Так, по-твоему, какой план у русской общины и какие цели у них? Задача, они совместно с властями межнациональную вражду устраивают, спрашивают. Да, совершенно верно, совершенно верно. Русская община — это ФСБшный проект. Вчера я засмотрелся на одного деятеля из Дагестана. Я несколько смотрел роликов этого деятеля. И воссоздается такое открыто, просто абсолютно нагло. Во-первых, самое главное — это наглость у них. Самое главное — это у них наглость. И воссоздается халифат такой, кавказско-дагестанско-чеченский. Я попрошу всех вот этих религиозных деятелей
не трогать Чеченскую республику Ичкерия, пожалуйста, говорите про, если вы вам... Смотрите, основной вот этот исламский фактор, исламский халифат у нас на Кавказе в последнее время так заведено, распространяется из Дагестана. Там живут очень много верующих, очень искренних людей, очень хорошо, что там они есть. Но мы являемся суверенным, независимым государством. И лезть к нам уже несколько раз лезли, несколько раз мы попадались на эту уловку, приходили спасать дагестанских женщин, детей, которых русские расстреливали, Чабан-Махи, Карамахи. После этого дагестанцы поднялись, как настоящие благодарные товарищи, создали ополчение и напали на тех, кто пришел спасать дагестанских женщин, детей от русских бомб и снайперов. Дагестанские переговорщики, дагестанские просители приходили в Ичкерию, к Шамилю Басаеву, к другим нашим лидерам и просили спасти женщин, детей, которые выходили с белыми флагами в Чабан-Махи и Карамахи. Этим занимался Степашин, ФСБ, как мы все это знаем. И была договоренность с другими дагестанскими народами, это что все понимали прекрасно, что другие разные дагестанские народы в Дагестане и на Кавказе в целом договорились о взаимовыручке, взаимопомощи. И когда начали убивать этих жителей даргинских населенных пунктов Чабан-Махи, Карамахи, женщин, которые уходили с флагами, белыми тряпками, чтобы у них не стреляли, их расстреливали из снайперов, обстреливали из минометов. И было, ну, единственное, кто пришел на помощь, это были чеченские добровольцы. Чеченские добровольцы. И потом, что из этого вышло, мы тоже все знаем. Отдельные дагестанские искренние мусульмане сражались, гибли, а остальные приходили зарабатывать, как сейчас в Украину ездят. Точно так же приезжали к нам зарабатывать деньги, там, делать себе карьеру там, и так далее, и так далее. Поэтому смотрел от разных деятелей. Короче говоря, нарратив следующий. У этих КГБшников нарратив следующий. Они сообщают нам, что раньше во время пророка Мухаммада, мир ему, на территории под контролем, под властью мусульман проживали иудеи и христиане. И мусульмане обеспечивали им гарантию безопасности. Ну, там ложь на лжи, конечно, это я сейчас постараюсь все вам пересказать, но убедительно, очень убедительно лгут. Ну, по крайней мере, для неопытного слуха, может, убедительно, но нам уже не очень убедительно. И что тогда во время халифата проживали иудеи и христиане, и их мусульмане защищали. Они не лезли к ним в религию, они не запрещали им молиться, иудеям и христианам. И за это те платили джизу. Джиза — это такой налог на немусульманина, который платится, а за это ему он освобождается от других налогов, которые платят мусульмане, но он платит, короче, ну такой религиозный, это налог специальный, который платят. И этот деятель проводит параллель с тем временем и называет, что сейчас мусульмане живут на Кавказе, обратите внимание, как они начинают заходить издалека, что мусульмане живут на Кавказе, как тогда жили христиане и иудеи, под властью христиан, и они платят джизу христианам. За это христиане не лезут к ним в религию и разрешают им исповедовать религию так, как они хотят. И вот теперь якобы настает время, что надо создавать революцию. Джихад, он говорит, слово не очень всем нравится, потому что все боятся этого слова. А он, значит, в Дагестане находится, или где он там находится. Его канал в России показано, что он находится. Вот он
не боится этого говорить, понимаете, потому что он смелый, он бессмертный, его электрическим током не берет, какое бы количество вольт не добавлялось, его это не берет. И вот этот бред на полном серьезе, с упоминанием сур из Корана, ссылкой на священные писания, на Аллаха, вот эти люди сидят спокойно, раздувают. И мне это напоминает 99-й год. Я чуть раньше времена не совсем помню, а вот 99-е годы, когда в Дагестане было такое массовое религиозное поднятие духа было. Потом, когда началась война, простые последователи, простые, даже скажем так, диссиденты, не согласные с оккупацией Дагестана, простые ребята под религиозным флагом гибли, сражались. Все эти проповедники, по большей части все эти проповедники, они остались живы и сейчас, видимо, начинают с новой силой. И эти вещи очень интересно наблюдать, когда полный, тотальный контроль в Дагестане, когда нельзя даже не идти на войну, где тебя убьют против Украины, вас терроризируют, вас убивают, вас репрессируют и так далее, и так далее. Несмотря вот на это, сидит деятель, который рассказывает, что нужно создавать революцию, что Путин плохой. Он вспоминает про там убитые в Сирии Путиным миллион мусульман. Забывает, правда, упомянуть там же про убитых дагестанских мусульман на протяжении последних 25-30 лет. Забывает про геноцид чеченского народа, тоже мусульман соседние. Ну вот про сирийских он помнит, ну и так далее, и так далее. Поэтому, друзья, нагнетается ФСБ и ГРУ, или я не знаю, может ФСБ и ГРУ между собой будут грызться, я не знаю, какая у них будет система, но я хочу сказать, что под видом вот этих деятелей религиозных, которые там большие специалисты в исламе и так далее, нагнетается сейчас обстановка, что вот мы находимся под, ну они там находящиеся, находятся под гнетом там кафиров, они все это время жили, оказывается, ислам, оказывается, никто не лез, понимаете, ислам на Кавказе, в Дагестане абсолютно, оказывается, свободен был, он просто платил джизу христианам. Я не знаю, где он в России нашел христиан. Я, конечно, их иногда называю христианами и призываю их встать на колени по христианской традиции за геноцид чеченского народа, просить прощения у нас. Но на самом деле это такая моя мечта, что христиане, русские, россияне, они христиане. Нет, они сатанисты самые настоящие. Их бог Ленин, их убийца, лежит на Красной площади в пирамиде, как фараон, который их тоже много убивал. И вот такие вот вещи очень бросаются в глаза, и на эти вещи сейчас нужно обращать внимание, потому что на Кавказе нагнетается обстановка, и некоторые может показаться сейчас для свержения Кадырова, там свержения там вот этой какой-то антимусульманской власти там и так далее, и так далее. Что тоже, конечно же, обман. Реально гибнуть будут простые парни, а Кадыров, там другие вот эти лидеры, которые Россия выбрала себе в качестве гауляйтеров, они останутся в живых, им с ними ничего не произойдет, мир погрузится, как и тогда это раньше было. Мы помним последние 25 лет истории нашей, мы, слава богу, застали эти времена и очень даже хорошо все это помню. Короче говоря, вот такая вот ситуация намечается. Давайте об этом говорить. Это нужно для нас всех. Мы должны быть готовы к этому. Это, знаете, еще как мусульмане мы очень щепетильно, очень осторожно относимся к тому, что касается религии. Потому что, во-первых, мы очень плохо знаем свою религию. Некоторые вообще Коран не читали.
зато бороды имеют такой длины, что ты можешь подумать, что это, ну, как минимум, человек, посвятивший всю свою жизнь Корану, исламу, изучению там и так далее. Эти люди, да, не прочитали Коран, просто повторяют пропаганду, которая постоянно вбрасывается маленькими роликами, какими-нибудь там проповедниками и так далее. Хотя мы уже живем в 21 веке, люди, в отличие от древних времен, все умеют читать, все умеют анализировать, есть интернет, можно задавать вопросы, обсуждать, спорить. Поэтому эти вещи мы должны учитывать, знать, что много людей, которые просто не понимают, что они говорят, что делают, и мы должны разъяснить людям, да, объяснить. И люди боятся говорить про ислам, потому что плохо знают, разбираются. Ну ладно, и еще такая же пропаганда идет. Вам должны разъяснять ученые ислама. Что за ученый ислама? Если у него вот здесь 2 волоска выросло, он ученый ислама, что ли? Где доказательства, что он ученый ислама? И вообще, где остался свободный ислам на территории фашистской России? Как может человек в Дагестане сидеть, видимо, в мечети или где-то в каком-то большом здании, но его только видно, его всю аудиторию, тысячные или десятки тысяч людей, кто его слушает, якобы их не видно, никто не показывает. Ясно, что там один зритель точно есть, а сколько дальше неизвестно. Но вот сидит и чешет какой-то чувак, какую-то пургу несет просто. И мы, кто верит искренне в Бога, им ставится ограничитель и говорят, то вот это нельзя спрашивать, тебе вон ученые ислама разъяснят. А на какую спецслужбу работает этот так называемый ученый ислама? И вообще, что такое за ученый ислама такой? Что это вообще такое? Да? Какой-то деятель. Потом эти ученые ислама вот так руками почистят, и они идут к себе домой, там у них по 5 жен, или там сколько у них, 4 жены и 18 там подруг, или еще чего-то. Это как-то не разберешь в их связях, да, но в итоге выходит, что мы оказываемся в огромной пропасти, огромных проблемах мы оказываемся. И сейчас нас туда ведут, понимаете, вот сейчас нас прямо туда ведут. Еще раз напоминаю, всем жителям Кавказа, всем жителям, проживающим в Москве, в Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге, будут массовые облавы. Само ФСБ создает разные группы, причем будут находить литературу. Мы все это проходили. Я как правозащитник, как чеченец, это все прекрасно просто. Все перед глазами стоит, и знаю, как сейчас с новой силой это будет происходить. Вам будут рассказывать разным группам, которые там в группах, вы там в Телеграме, Телеграм 100% прослушивается ФСБ. Если же будет борьба с международным терроризмом, то и Запад будет снова опять помогать и России в борьбе с этим терроризмом. Для этого и делается, ищется контакты соприкосновения с Западом. Хотят быть полезным Западу. Мы знаем, что Россия запугала весь мир еще в 2001 году, когда башни-близнецы в Нью-Йорке при помощи российских спецслужб ФСБ и ГРУ были нанесены удары по 11 сентября по башням-близнецам Соединенных Штатов. И после этого весь мир запугивался на протяжении долгого времени Россией исламом. И в том числе радикальным, представляя его радикальным исламом. Сейчас это же с новой силой разворачивается, и вы все должны быть к этому готовы. Все, абсолютно все. Также вам могут быть там какие-то командиры, какие-то амиры там, из Турции, из Украины, из Сирии, из Европы. Там, ну, Европа, я сомневаюсь, конечно, что позволит это так откровенно вот этим бредом заниматься ФСБшным. Но
вполне возможно, короче говоря. Вам могут рассказывать, насколько вот сейчас время настало, вот сейчас сразиться, Россия слаба, сейчас там еще что-то произойдет. Но парадокс в том, что это нужно России, это нужно ФСБ. Этим погружает в этот исламистский террористический хаос Россию ФСБ и ГРУ. Понимаете? Вам может показаться, какой-нибудь там Абдилаудинов будет говорить, что мусульман, чеченцев ущемляют там и так далее, и так далее. Во время геноцида, откровенного, открытого, тотального геноцида чеченского народа, Абти Алаудинов, Рамзан Кадыров, эти все были теми, кто непосредственно совершал этот геноцид по приказу своих русских хозяев. Поэтому сейчас их слова ровным счетом тоже ничего не значат. Вы это должны понимать. Сейчас заступаться там они за мусульман, там, за чеченцев, за кавказцев они не собираются. Это все, скорее всего, одна программа. Одна программа, чтобы возглавить с этой стороны, либо как-то принять участие или контролировать этот процесс как-то. Конечно же, потом появятся какие-нибудь мстители, потом уже, когда начнут забирать, убивать, там, провоцировать. Потом, например, в Украине есть, мы знаем, что в Украине, в тылу, на фронте украинцы побеждают, все нормально. В тылу действуют абсолютно пророссийские пропагандисты, абсолютно, вот стопроцентно провоцирующие, отторгающие от Украины любую помощь, мусульман, чеченцев, там, других людей. Просто демонстративно это делается. Мы вот на это уже наблюдали. Это делает не украинский народ, это делает не украинская армия, не украинские патриоты. Это делают те люди, которые зазывали войну в Украину. Еще в 2014 и потом уже в 2022 году. И вот этот процесс, он будет, это совместно делается. И потом это представляется, например, там, что это как будто делает там Запад, Англия, Америка, там длинная рука Америки, длинная рука Запада. Но совместно КГБ СССР, КГБ Украины и КГБ РСФСР, они совместно проводят вот эту акцию. Возможно, вот сейчас Кадыров летал к своему другу, королю, или кто он там, Саудовской Аравии. Помните, да, такого деятеля, там, который там журналиста Хашоги по его приказу, как нам сообщали, расчленили в саудовском посольстве в Турции. Оттуда фетвы начнут поступать. Опять же, всем, кто не помнит, или же кто-то забылся, или же кто-то не знал, Саудовская Аравия вместе с Россией уничтожала чеченский народ. Ну, пособствовала. Непосредственно саудовские войска там не принимали участие, но представители Саудовской Аравии создавали фетвы против митингов. Понимаете, самые митингующие на этой земле группы, ну, если взять этническую там или национальность там французов убрать, которые тоже очень митингуют, ну, вторые, наверное, если не первые, по митингам и активности, это мусульмане. Каждую пятницу в закрытом помещении, если какие-то какие-то важные дела, в открытом уже выходят на улицу, и с разных мечетей в пятницу люди собирают, обсуждают социальные, политические, ну, в зависимости какой там режим. Если более-менее человеческий режим, то люди активнее митингуют. Если там их давят, то не так активно. Но мусульмане самые такие активные, в каждую пятницу социальные, экономические, политические, любые вопросы обсуждают. И как бы это считается в порядке вещей. И вот эта ситуация, когда здесь, когда шел активный геноцид чеченцев во Вторую русско-чеченскую войну, Кавказ-центр, античеченский рупор, который вредит чеченскому народу, который делает очень много, что выгодно Кремлю, России, Мавлади Удугов, лично его разные там эти
модераторы или кто там, там пишут, там редакторы или журналисты, которые пишут всю эту пропаганду античеченскую, антимусульманскую, я скажу эту пропаганду, под видом мусульманской, промусульманской. Вот эти люди через Саудовскую Аравию якобы, или же на самом деле тут приходила фетва, это закон от ученых ислама, которыми нам дурят голову, что нельзя уходить на митинги. Понимаете? Во время самого геноцида чеченского народа, во время активного уничтожения чеченского народа, нам здесь в Европе приходило религиозное указание от самой Саудовской Аравии, якобы, которое нам говорит, что нельзя уходить на митинги. Это нам Кавказ-центр рассказывал. Кавказ-центр нам рассказывал о том, что в Сирию нужно вот-вот все собраться отсюда, с Европы, и поехать помогать сирийцам, потому что если мы туда сейчас не приедем, то мы не запрыгнем в последний поезд, и все попадем в ад, и там мы соберем армию, которая потом освободит Кавказ, ведь изначально все же хотят свою страну освободить там. И вот таким вот образом, что из этой Сирии вышло, мы все помним. Из Сирии практически никто не вышел живым и без проблем. И это все делал Кавказ-центр. Это мы все видели, знаем. Поэтому то, что мы лично видели, поэтому еще раз доносим до вас, люди, чтобы вы понимали. Вам могут там Кавказ-центры разные расписывать. Из Украины какой, из Сирии какой-нибудь, там какой-нибудь там деятель из Турции, там командир, он там супер и так далее. У меня один единственный вопрос. Почему вот эти 10 лет или 15 лет, последние 10 лет, вы молчали все это время? Где вы были сейчас, когда Россия проигрывает войну в Украине, когда ей срочно нужен хаос в России, ФСБ, когда он этот хаос нужен? Почему сейчас вы начинаете эту активность свою исламскую, террористическую, революционную, джихадскую, там, какую вы там хотите делать? И более того, мы как наблюдатели за всем этим, которые смотрели за этим, наблюдали все это время, предупреждали. Россия на Кавказе, в частности в Чеченской Республике, как она сообщает, 1400 мечетей создала на миллионный народ, на 170 квадратов в длину, там сколько, 17 тысяч квадратных километров территорию, на миллионный народ, 1400 мечетей, некоторые там как дворцы грандиозные. Для чего Россия строила на протяжении вот этих 20 лет эти мечети там? А для того, чтобы создать как будто радикальный исламистский такой сектор Газа, да, такую сектор Газа, проект там закрывается. Это был иранско-российский проект. Россия очень много вложила в этот сектор Газа. Махмуд Аббас, Халид Машаль и все вот эти, все террорюги отлично говорили на русском языке. Они все учились Патриса Лумумба в Москве, в институте или университет дружбы народов, как он там называется. И вот эта ситуация сейчас они хотят спроецировать на Кавказ, на Чеченскую республику Ичкерия, временно оккупирована. Ну и, конечно же, из самого религиозного, из всех религиозных уголков земли, из Дагестана, самые ярые мусульмане появляются. Правда, потом они остаются в живых, а молодые парни, которые верят им, они потом погибают. Каким-то странным образом так получается. Поэтому они сейчас пока джизу платят, они, оказывается, мечи они точат и выплачивают. Они бы не платили бы никогда в жизни. Просто сейчас меч затупился, и пока он его подтачивает, пока он джизу оттачивает, а пока его христиане, которых он там где-то нашел на России, его охраняют и не лезут в его религию. Вот задумайтесь. Вот такой вот сегодня создается хаос, пытаются сейчас создать. И моя задача вас всех предупредить, уважаемые кавказцы, чеченцы, ингуши, дагестанцы, все таджики, узбеки, которые в больших городах живут. Над вами начнется террор, массовый террор. Потому что вот эта вся негативная энергия,
которая будет выводиться из Украины, которых на мясные штурмы посылали, которых просто уничтожали массово. Вот эти люди будут выводиться, они очень злые. На ФСБ злые, на Кремль злые, на Министерство обороны злые. И они умеют воевать. У них погибли друзья, то есть они мотивированы уже. Они в Украину шли за деньги, так себе мотивация, да, умирать, сражаться, но уже убивать за своих друзей, за своих побратимых или братьев, да, если в русском варианте это не побратимые, а братья по оружию, там, соратники по борьбе. Это очень сильный мотиватор на самом деле, когда ваш человек, ваш товарищ погибает. Эта энергия, негативная энергия, она должна быть направлена куда? Правильно, на самое любимое занятие россиян, русских, это убийство кавказцев, убийство иноверцев. Потому что сатанисты не все на России, и сатанистам нравится убивать тех, кто не исповедует их сатанизм. Поэтому эти вещи мы должны понимать. Я вас об этом предупреждаю, я вас предупреждаю, мои подписчики, мои товарищи, мои друзья вас предупреждали, писали вам комментарии. Об этом мы давно предупреждали, говорили, что вот к этому сейчас идет. И этот процесс в этом направлении будет двигаться, друзья. Будет направление, уже, наверное, это уже не остановить. Сам вот этот процесс, запущенный вот этой ФСБ, его и ГРУ, его не остановить. Наша задача получить минимальный удар от этой вещи. Также к русским обращаюсь, которые будут гнать там этим разным военным, там, ментам, другим, третьим. Вы же должны тоже понимать, да, вас ведь тоже будут уничтожать, на вас будут нападать, не на Путина, не на Кадырова там будут совершать покушения, а на простых ментов, на простых там людей будут совершать, как это было в Крокус-Сити. Ведь это что же был, это тоже стопроцентно, на мой взгляд, стопроцентно, это теракт в Крокус-Сити был, это теракт российских спецслужб ФСБ. И много-много ляпов было, и многие видели эти ляпы. И хотя некоторые были ляпы, потом еще добивались такие сомнительные ляпы, чтобы запутать общественность, следствие. Поэтому, ну, мы знаем, кто взрывал в 99 году дома, троллейбусы, переходы, жилые дома. Помните, в 99 году, когда взрывали ФСБшники своих же русских, чтобы обвинить в этом нас, чеченцев, и напасть на нас, совершить новую агрессию против чеченского народа и государства. Поэтому эти вещи мы должны знать, мы должны к этому готовиться. Вы должны понимать, что времена настают очень-очень интересные. Давайте я почитаю ваши комментарии, друзья, и перейдем дальше к вашим комментариям. Так. Валейкум салам, Аллах Казахстан, Машвойль, Карфаген Шавига, Машвойль Нац. Так. Вайкигина Халбеш Буцер, Халбе Ашбучуайн. Они уже надоели, все эти нам заводы нужны, они мечети строить, управлять людьми, войн, хамхой, дериг хам. Молимся мы и дома, молиться можем дома, говорит Азраиль. Эгар вайдинал долушбол вай кегейнах халк бер дер бирцер. И то же самое Израиль, они будут продолжать это делать. Это делается именно с этой целью. Не верьте вот в эти сказки, которые сейчас вам будут рассказывать, что вот мы там халифат должны создать, там мы должны там 3-10 создать. Идет установка нового миропорядка, архитектуры нового миропорядка. И в этой архитектуре должен быть Кавказ. Если же мы ударимся вот в эти религиозные КГБшные, ФСБшные вот эти нарративы, программы, мы снова окажемся за бортом. Новый мировой порядок будет установлен без нас.
Понимаете, Чеченская республика Ичкерия, я как гражданин своей страны, Чеченской республики Ичкерия, я говорю в первую очередь о своей стране, но также, конечно, это касается и других российских субъектов, которые, к сожалению, не вышли из состава Российской Федерации и не сражались, вот как народы, отдельные смельчаки, отдельные патриоты, отдельные люди сражались, гибли, но в основном народы не поднялись тогда на Кавказе. И сейчас вот для меня важно, чтобы мы готовы были к этим разным событиям и не дали себя использовать. Не дайте себя использовать, Вежери. Так. Знаете, почему в России собирается русское общение? Для того, чтобы они потом сражались против нас. Да, совершенно верно. Это русская община, там другие, третьи, они все создаются. Это провокации. Потом их тоже зачистят. Это тоже было в истории России, Российской так называемой Федерации. Были русские националисты, там, убивали там приезжих. Это, потом эти все люди потом пострадали. Это специально создание хаоса. Это не просто там только лишь против там мусульман-кавказцев. Это в том числе и против русских. Но русские как бы они сперва как бы они на коне, и потом вот исполнители все потом тоже пострадают. Кто-то сядет в тюрьму, кто-то будет там уничтожен, еще что-то. И руководители всей этой системы, они потом останутся снова так же, как вот с кавказской или с мусульманской стороны. То же самое, они руководители, попы, гапоны, они останутся, а все остальные пострадают. Вот к чему они сейчас подводят. Мы должны быть к этому готовы. Как говорится, предупрежден, вооружен. Вы должны быть готовы к этому, который находится в фашистской России. Дерес хуль Ахмад. Ахмад, дерес хуль, алейк салам. Слава Украине, героям слава! Мы будем налаживать между нами мосты, что молодое поколение украинцев и чеченцев были едины. Будь проклята эта Россия, только беды от нее. Совершенно верно, абсолютно. Вот такие вот, друзья, дела намечаются на России. Мы должны быть ко всему этому готовы. И все это происходит, смотрите, одновременно на этом фоне завозятся северокорейские КНДРовские войска. Это прокси-армия Китая без разрешения Китая, 20-25 миллионный северокорейский народ, и Ким Чен Ын их, да, кто у них там, вот эти люди ничего не делают без разрешения Китая. Дальний Восток и Сибирь будут уже переходят, уже мы видим это, да. Нам не говорят, что Россию захватывает Китай, там, третье, десятое. Это все происходит, не говоря об этом. Русские, которые там, русская община, какой-то северный человек, там, еще третье, десятое, вы такие же терпилы, такие же потерпевшие. Просто вам об этом не говорят, что вас обграбят. Вы пытаетесь занять 100, 200, 500 метров каждый день. 1000, 1200, 1400 человек убитыми и ранеными теряете в Украине, чтобы 300-500 метров захватить. Одновременно с этим тысячи квадратных километров на Дальнем Востоке, в Сибири переходят под контроль Китая.
Понимаете? Это все ведь не просто так происходит. Просто вам, русским, об этом сказать некому. Все у вас симулякры. От вашей оппозиции, так называемой, что либеральной так называемой оппозиции, заканчивая какими-нибудь такими революционерами, там Мальцевы, там у вас, ну такие революционеры, просто революционеры, просто на диване революционеры. Вот и все. Они вам об этом не говорят. А если говорят так вскользь, когда вас это слишком беспокоит, вы об этом говорите. Потому что у вас нету независимых, объективных источников информации. Вот я могу сказать, что есть Сотник, Александр Сотник, который давно ведет свою чисто журналистскую такую независимую работу, но он до того сильно разочарован в России и в вас всех, что ну, уже трудно на его объективность в этом смысле ссылаться, потому что ну, он понимает, что ну, России уже ничего не поможет, и русским это не нужно. Русским нужно кого-то убивать. Вот если есть цель убить, вот тогда они объединяются. Вот враг появился. Вот были украинцы. 10 лет долбились, ковырялись, не получается. Нам надо возвращаться к любимой теме уничтожения мусульман. Опять же, несколько целей преследуется, как я сказал. Новый мировой порядок будет устанавливаться. И в этот новый мировой порядок не должна войти Чеченская республика Ичкерия. Опять же, это делается с той целью, чтобы ну, своя патологическая ненависть к чеченцам, кавказцам, потом выход к Индийскому океану через Кавказ, чтобы не отпустить Кавказ. Ну и самое, наверное, главное нынешнему руководству фашистской России, это уйти от ответственности за те страшные преступления, которые она уже совершила против чеченского народа. И если чеченский народ, государство станут независимыми и субъектными, мы будем находить и привлекать. А мы будем независимы, субъектны, и мы будем находить и привлекать. Поэтому все вот эти потуги, которые совершает КГБ, ФСБ, они тщетны, но еще очень много могут принести зла. Еще очень много могут принести зла. Так, Скорпион, ты, по-моему, у тебя какая-то болезненная... Какая-то у тебя болезненная тема по поводу. Ты тут одно и то же мне тут спамишь. У меня в Германии отняли паспорт РФ под предлогом, что он фальшивый, и держали пару часов в камере. Что с этими паспортами? Не знаю, что у тебя с паспортами. Я свой паспорт, который фашистская русня мне, порвав мой чеченский паспорт, вручила российский паспорт, я его здесь порвал в прямом эфире. Еще несколько лет назад. Я всем вам советую сделать то же самое. Эту русню нужно игнорить полностью. Слава Украине! Героям слава! Героям слава, Локвотч! Героям слава! Слава Украине, героям слава! Мы будем наладить мир. Так, это если Россия развалится, это для самих же русских лучше, они начнут жить лучше, они должны это понять. Этот диктатор сколько лет уже правит, люди в России голодом живут. Это полное, извините. Дело в том, что Израиль... Россия уже разваливается. Вот смотрите, каждый день 1000-1200 людей получают увечья и погибают, чтобы захватить несколько сот километров. Представляете, какие усилия прилагаются, какие невероятные усилия. И одновременно с этим России завозятся северокорейцы, то есть китайцы. Их уже отсюда не выгонишь. Понимаете? Да, мясо завозится, они кто-то будет воевать. А по большому счету они будут контролировать Дальний Восток, Сибирь. Потому что там очень много воевавших. Якутия, Тува, Бурятия. Это больше всего, где погибло жителей в процентном соотношении. Соответственно, эти люди, кто оттуда возвращается, это больше всего призыв был, а потом мобилизация была на эту войну, они возвращаются. Когда они возвращаются, достаточно же 100 хорошо подготовленных, прошедших опыт боевых действий
людей, чтобы такой хаос навести, такой шухер навести. А их тысячи. Соответственно, северокорейцы будут возвращаться, они азиатской внешности, не выделяются, там с Россией перебрасывать будет видно, ну, если с других регионов европейской части России перебрасывают. А тут северокорейцы вроде особо не отличишь, кто там, кто бурят, кто кореец, кто якут. И в итоге, хотя между собой, может, они различают, но не особо это можно будет различать. Но в любом случае Сибирь, Дальний Восток уходит. Понимаете? И же, наверное, учитывая то, что Китай очень хороших отношениях при всем, при том, что противостояние, там все такое, но оно экономическое противостояние, потому что Китай имперских войн, наступательных войн, в принципе, не ведет. Внутри себя он там наводит свой шухер, там, коммунистический, очень жесткий, диктаторский, но по факту с Соединенными Штатами Китай грызться, воевать абсолютно не собирается, ему это абсолютно невыгодно. У Китая вообще другая философия. И они, я думаю, Сибирь, Дальний Восток, Англия, Америка, Китай между собой уже поделили. Я думаю, сейчас Япония присоединит свои территории, которые с Японией нету военного договора, мирного договора с Россией, России у Японии. Поэтому Курилы, другие территории японские, они вернутся в Японию. И, ну, большие процессы будут происходить. Но одновременно для того, чтобы отвлекать внимание, как во время развала Советского Союза началась война там против Ичкерии, чтобы грабить Советский Союз, остатки от Советского Союза. Точно так же сейчас будут грабить Россию, Дальний Восток, Сибирь, отвлекая внимание на борьбу с исламским терроризмом и так далее. Это все, на мой взгляд, я в этом убежден на 100%, все это делается ФСБ под благовидным предлогом. Много-много очень мотивированных, обиженных, злых на эту фашистскую власть. Мусульман есть, там других людей есть на территории России. Но все это организовывается именно властью, именно ФСБ. Понимаете? И это нужно четко запомнить, донести до всех. Вы в большой опасности находитесь. Понимаете? И русские, которые будут, не те менты, ФСБшники, которые организовывают, а те, кто будут там русские общины, входят там побить какого-нибудь там чурку, которому так хочется выскочить, там, показать себя русским витязем, набить морду какому-нибудь чурке. Ну, как бы мечта любого русского, да, но на самом деле и он подвергается опасности, вот этот, который морду набить вышел, потому что против него таких же готовят, как и он, готовых побить там морду русскому. И это все будет эскалироваться, это все будет накручиваться. Поэтому я призываю всех максимально, ну вот, я не знаю, как вас убедить в этом, но максимально не верьте в эту пропаганду. Она может исходить из самых таких религиозных, глубинных чувств. Вам будет полное объяснение, что вот это враги мусульман, и это будет правдой. Убивали кавказцев, мусульман на протяжении и делали мусульман врагами для всего мира именно русские, ФСБ. Сами их создавали. Вот мне тут сейчас писали 11 сентября, кто сделал. Это русские сделали. 11 сентября 2001 года это сделали русские. Использовали арабов, террористов, которых туда использовали. Об этом уже открыто говорят. Он Константин Боровой, бывший депутат, бизнесмен российский, живет сейчас в Америке. Он рассказывает, что к нему пришли сотрудники, ГРУ пришел и сказал, что будет теракт против Нью-Йорка, против Америки. Он полетел в Америку, он сейчас в Америке находится, слава богу, живой, в любой момент можно спросить. Сообщил директору ФБР об этом. Сперва в Москве, в российском посольстве он это сообщил. Они сказали, мы некомпетентны эту информацию брать. Он для этого полетел в Соединенных Штатов, встретился с директором ФБР там, или замдиректора ФБР, рассказал им и так далее, и так далее, и так далее. Это всем известный факт. Америка была втянута в войну и против Афганистана,
против Ирака, может быть, там уже другие немножко были причины, но Россия пыталась всегда создать террористов и потом предложить услуги по решению. Это чисто КГБшные методы, как создавать крышу, сперва создавать проблемы, а потом приходить решать эту проблему, чтобы быть в теме, так сказать. И это будет снова пытаться это делать Россия, потому что ну, другого выбора, другого метода у нее нет. Она ну такая, это людоедская страна, людоедское учреждение КГБ, СССР, ФСБ, и они будут вот вести вот эти методы как умеют. Мы должны ну, хотя бы сейчас этому научиться и быть готовыми к этому. Быть готовыми. Мы должны понимать, что нас снова пытаются куда-то втянуть. Да? Так, давайте дальше. Валейк салам, бамучери маш овер. Овер маш. Полностью солидарен со мной, с тобой. Так, Баркал. Салам алейкум, ассалам. В чем посыл для нас этих вывешенных флагов двух стран? И почему эти страны, а не другие? Валейк салам. Так, посмотри мои другие стримы, мне надоели ваши эти однотипные какие-то отвлекающие вопросы, да. Посыла для тебя вообще нет, понимаешь, для тебя никакого посыла нет. Ты можешь мимо проходить, да. Фудич Бадр. Как в Европе наши люди жили свободно, нах мецхик боч. Я думаю, через религию царвой халак деш вуалхитсун. Да, хай духва вошвой, ты его, может, по ошибке заблокировал, разблокировать. Миас, пожалуйста, вош, окей. Кого я заблокировал? Кого я заблокировал? Сейчас я найду кого это. Этого тигра, что ли? Ты имеешь в виду... Ты тигра ты имеешь в виду, Азраэль? Ты его имеешь в виду? Разблокируешь. Азраэль, напиши, пожалуйста, СЦЛП. Я что-то не вижу СС или SCLP. Ну где я сейчас? Тут его нет, уже заблокирован. У вас во всем виновата Россия. Ну, я про ФСБ говорю. Однотипный отвлекающий вопрос задают Лубяные для каких-то своих целей. Да, специально отвлекает Лукоч. Нужно отвлечь внимание, сбить с толку, можно оскорблять, можно переводить стрелку, можно говорить там, можно я задам вопрос там и ждать, пока я скажу, да, конечно. И вот отвлечение внимания такое делают. Ну, у них ничего не получается. Я щелкаю их как, да, и заодно себе получаю релакс, да. Я не знаю, СЦЛП, где ты говоришь, я не вижу, кого я тут заблокировал. Что такое бирор? Что такое бирор? Что-то я не могу понять, что значит и бирор. Так. Я не вижу здесь. Азраэль, я сейчас не смогу найти. Ты меня сейчас отвлекаешь, и я тебя сейчас забаню просто. Потому что я не вижу, кого я здесь скальпа забанил какого-то. Брат. Понял, Рахмат Лукич. Горско-еврейском бирор, брат, значит, да? Понял? Буду знать бирор. Бирор это брат, да. Отлично. Шалом, Асан, все будет Ичкерия.
Ян Ваназон, шалом, Ам Израиль Хай, добавь меня. Ты добавлен, Спартак, да, ты добавлен, ты будешь добавлен. Брат, добавь, вопрос есть, говорит. Берор, не могу добавить, тебя не могу, я вон Спартака добавил, да. Так, подождите, у нас тут какие-то моменты тут возникают. Добавь меня, я ингушка. Отлично, значит, ты братный он. Асан, дискуссия, нерц, так интереснее. Sayışacaksınız покаж, дискуссия içeri, я сейчас. Я чеченец, добавь меня. Один чеченец, другой ингуш. Вы все братья, да. Но мы говорим о другом, друзья. Мы говорим о другом. Не брат он тебе. Спартак, ты ж только что добавь меня просил. Теперь не брат там, твои братья враги ислама. Это твои братья враги ислама. Ахмад Силас к нам зашел. Мы любим дискуссии твои, Аслан. Отлично, молодцы. Отлично. Так, мы сколько в эфире? Почти час в эфире. Так что, друзья, вот такие вот события намечаются, и мы должны ко всему быть готовы. Брат, мои родители с Грозного родом. Когда вернется Ичкерия и есть документы, есть шанс вернуть жилье. Ну, не знаю я, есть у тебя шансы или нет вернуть, но если это твое, то ты получишь обратно свое. Спасибо, Урус Мартан Бено. Урус Мартан Бено. Удачи тебе, и тебе, Урус Мартан Бено. Шалом, шаббат. Шалом, шаббат. Эх. Наше жилье тоже так и осталось в Грозном, говорит. Скоро вернемся все. Скучаешь по родине, говорит. Ну, какой целью интересуешься? Скучать это значит проявлять эмоции, слабость, да. Это то, что нужно нашим врагам. На Кавказское угол Ленина. Все отлично. E&L. Значит, скоро вернемся и будем жить и гулять по Кавказской и по Ленина. Но Ленина уже там не будет. Я просто тоже не на Кавказе живу. А ты, наверное, в Израиле, да? А сам, брат, тот, кто признает независимость Ичкерии, желает добра чеченскому народу. Ясно. Улица Багратиона. Нет, в Турции. Окей. Илья меня зовут, брат. Потом жили в 3-м микрорайоне. Отлично, Илья. Салам с Грузии. Гамарджоба, Грузия. Грузия. Как у вас дела в Грузии? Кстати говоря, Грузия это тоже, это все может быть звеньями одной цепи. То, что сейчас происходит на Кавказе, нагнетание там
вот этой всей истерии со всех сторон и события в Грузии. Знаете, я свое мнение по поводу Грузии хотел бы сказать. Я очень понимаю грузин, которые голосуют за Иванишвили, потому что если мы, и там везде показывают, если мы будем пророссийских выбирать, им рассказывают, что они, а, что мы тогда избежим сценария с Украиной, то Россия не нападет и так далее. Мы, чеченцы, точно так же избрали Аслана Масхадова. Это человек, которого Россия хотела, который делал очень много то, что было, но давал себя обмануть, скажем так, и оказывался, и делал, что выгодно России. В конце концов, мы оказались во второй русско-чеченской войне. И он сам погиб. И погибло еще более 140-160 тысяч наших граждан. Это мы хотели так задобрить Россию. А я считаю, нужно выбирать самого противника России, самого лютого противника России. Вот кого нужно выбирать. Вот тогда будет шанс выстоять и не оказаться в этой каше снова. Поэтому это большая ошибка думать, что если с Россией договариваться, ее замасливать, что это спасет от проблем. Нет, я с этим не согласен. Исходя из опыта чеченского народа, да и грузинского народа тоже мы знаем, что чем больше с Россией заигрываешь, тем больше она делает больше зло, пакостей и в итоге в минусе оказывается. Как-то так. Так. А почему чеченский народ не уберет действующую власть в Чечне, говорит? Это, конечно, очень интересный вопрос, но мне кажется, он немножко тупой. Вам не кажется? После геноцида чеченского народа, 30 лет, 25 лет сражений против самой большой бандитской армии в мире, после геноцида, когда человеческий ресурс, материальный, все закончилось, говорить, почему не уберет действующую власть, ты хочешь сказать оккупационную власть, потому что другой власти там нет. Оккупационная, русская оккупационная власть, управляемая из Кремля и из ФСБ. Поэтому, это очень тупой вопрос, очень тупой. Ну, ничего, я думаю, если вы будете смотреть реалити, вы чуть-чуть подтянетесь и будете не таким... Ты поддерживаешь Израиль, говорит. Что ты имеешь в виду, поддерживаю ли Израиль или нет? Я признаю право Израиля на свое существование и желаю Израилю быстрее, скорейшего окончания войны и процветания, мира и успехов я желаю Израилю. А что именно ты имеешь в виду? Поддерживаю ли Израиль? Вы просто любите выхватывать, что я говорю, вырезать куски и так далее. А так, и могу еще раз вам сказать. Ам Израиль хай. Нормально так устроит вас? Я думаю, Грузия временно ушла под Россию. Я надеюсь, что нет, Ичкерия, потому что это очень плохая новость для нас. То же самое и с Украиной. Если Украина вот будет проигрывать внутри российским спецслужбам, то это тоже отвратительная новость для нас. Конечно, и для них тоже, но и для нас тоже. Пожалуйста, Рахат, пожалуйста. Грузинский малач. Свободу Ичкерии. Эмин, Рахат, эмин, спасибо. Тебе будет хай на том свете. Слушай, юзер,
У меня-то, конечно, будет хай. Ты знаешь, хай это значит жив. А, а, мне-то будет. Ну а ты что за мусульманин? Ты же должен знать, что иудеи и христиане это люди Писания, это единобожники, которые все их пророки нам Аллах в Коране велел, пророк нам велел уважать, соблюдать, с ними хорошие отношения и так далее. Я не понимаю, вы против своей религии идете, люди, вы вообще в своем уме? Ваша ненависть и пропаганда русская, которая вам навязывается, вас заставляет даже против своего Корана идти. Вы с ума сошли, что ли? Вы вообще больные на всю голову, да? Вы вообще свою религию не знаете, понимаете? Вы свою религию не знаете. Вы делаете то, что вы вводите нововведение. Нововведение – самый большой харам. Вы евреев, иудеев, христиан приравниваете к врагам, хотя они являются самыми близкими для мусульман из всех народов, из всех религиозных групп, единобожники. Все пророки признаются исламом и мусульманством. Вы очень опасные люди, вы не только безграмотные, вы еще и опасные для религии, для ислама. Это очень опасно. Изучите свою религию, друзья, или не друзья, кто вы там. Изучите. Я поддерживаю только независимость Кавказа, победу Украины и Хамаса. Вот у тебя каша, я тебе скажу, в голове. Победу Хамаса как ты можешь поддерживать? Я не могу понять. Как ты можешь поддерживать террористов? Смотри, ты поддерживаешь независимость Кавказа и победу Украины. То есть независимость от фашистской России и победу Украины, независимость Кавказа от фашистской России и победу Украины над фашистской Россией. И одновременно ты поддерживаешь хамасовцев, которые являются кадыровцами, российско-иранскими кадыровцами условными. У тебя полностью пропаганда проела полностью твое восприятие происходящего. Да? Ты запутался. Ты в одном окопе находишься с путинцами и с ГРУшниками, понимаешь? А я никогда не окажусь с ними на одной стороне, понимаешь? Вот и все. Я христианин, в одной комнате жили в Германии с чеченцами, не было проблем. Еще бы, грузины, чеченцы не должны вообще иметь никаких проблем, конечно. Они борются с сионистами, Путин тоже сионист. Нет, это ты являешься пособником Путина. Путин не сионист. Если Путин был бы сионистом, 7 октября на день рождения Путина путинские ЧВК Хамас, российско-иранские ЧВК Хамас не совершили бы акт геноцида евреев. Понимаешь, на день рождения Путина. Вот 11 я начал говорить, в 2001 году 11 сентября было нападение, и 7 октября было нападение, уже в 2023 году, уже на евреев. Поэтому у тебя полностью запутался ты. Вот правильно ты сейчас начал говорить, что ты против сионистов, а не против иудеев. Хотя бы вот в этом ты чуть-чуть начал разбираться. Но Путин не сионист. Путин антисемит. Как любой ФСБшник, он им обязан быть, понимаешь? Любой ФСБшник, ГРУшник, если не антисемит, не антимусульманин, не чеченофоб, точнее, с мусульманами, нормально, кстати говоря, с арабами у КГБ всегда было хорошо, с мусульманами было, ну просто с чеченцами было, и антиамериканист. Вот если он вот эти трех вот этих вещей не исповедует, то он никакой не русский офицер и не русский КГБшник, понимаешь?
Поэтому ты хотя бы, по крайней мере, ты разбираешься, кто такой сионист, кто такой иудей. Сионист – это патриот, это человек, а в Коране, смотрите, вы говорите, что вы против сионистов, но не против иудеев. Это самое, ну, это уже хотя бы вы на ислам не возводите ложь, что ислам говорит быть против всех всех иудеев убивать, там, вот и разная вот эта КГБшная, пропаганда же нам рассказывает. Хотя бы в этом вы не лжете, хотя бы это уже хорошо. Значит, есть возможность добиться нам какого-то прогресса. Понимаете? Но давайте зададимся, кто такие сионисты. Это что же КГБшно-ГРУшная пропаганда, что сионисты? Сионисты – это те люди, которые говорят, что нужно вернуться на гору Сион в Израиле. Евреи со всего мира, которых изгнали из того же Израиля, из той же Палестины, во всем мире их преследовали, убивали, как нас, чеченцев, причем говорили все зло от них, как от нас, от чеченцев. И нам, чеченцев, это должно было бы быть понятно. Ну, я думаю, для думающих чеченцев это понятно и так. А вот для недумающих не очень это понятно. Тогда вот вопрос, если еврей, который живет, например, там, на Кавказе, вы их не любите, там, не хотите, чтобы жить, он говорит, я уезжаю к себе в Израиль. А про Израиль, про землю для евреев, Израиль написано в Коране. Вы это тоже не можете противоречить, потому что это прямо в Коране сказано, что это земля евреев. Это Израиль, сынов Израиля эта земля, правильно? Вы не можете это отрицать. Если сын Израиля хочет вернуться на свою гору Сион, как ты, например, на какую-нибудь гору там Кавказа, что в этом плохого? Он же уйдет от тебя, с Кавказа уйдет, там, с Германии уйдет, еще откуда-то, и вернется к себе в Израиль. Это же уже как минимум, если вы не любите их, вам должно быть хорошо. Нет? И может моя логика что-то не понимает в вашей вот этой ситуации. Но вы упорно, усиленно рассказываете пропаганду. Кто-то поумнее говорит про сионистов. Но сионисты это, опять, как я уже сказал, это люди, которые просто патриоты. Они хотят свою страну. Причем эту страну не просто, не только потому, что там они ее хотят, потому что ее хотят. Это для них жизненно необходимо, понимаете? Если у них не будет своего государства, они будут уничтожаться всеми на этой земле. Как это делают по отношению к чеченцам сейчас. Понимаете, именно для этого мне нужно это государство. Не потому, что мне я хочу наказать русских там или еще что-то сделать, а для того, чтобы это было безопасно для будущих поколений. Чтобы я знал, что у меня есть кому где защитить меня, отстаивать мои права, чтобы меня не сжигали на покрышках там, не убивали, не распыляли на мине противотанковой, обвязав там меня, моих детей вместе взятых, там не насиловали, не убивали. Точно так же евреям нужно, понимаете? Мне кажется, нормальное состояние желать жизни своим детям, внукам и безопасности. А вы им в этом отказываете. Причем Коран прямо говорит, Израиль это их земля, им дана. Да, там могут жить арабы, они живут там. И они бы жили бы там. И там два государства было бы. Арабское государство и 23-е, по-моему, уже. 22 их есть. Еще одно было бы. И было бы одно еврейское государство. Ну что в этом плохого? Мне, как чеченцу, это вообще никак не понять. Как можно отказывать народу, которому 1000 лет эта земля принадлежала, и что вот над ними, на каком основании? Мне, как чеченцу, это самый неприятный вопрос, что кто-то кому-то отказывает праве на своей земле, своему народу, цивилизованному, демократическому. Кстати говоря, это единственная демократия вот в этом куске земли, который существует вот, на сегодняшний день. Все остальные тирании, монархии, какие-то непонятные образования, еще не сформировавшиеся какие-то или полусформировавшиеся государства. Эти вещи нужно изучать, чтобы не выглядеть, скажем так, глупо. Понимаете?
Я тебе могу сказать, говорит, я тебе скинуть видео, где при Путине они живут лучше, чем и так далее. Я тебе 1000 видео скину, как чеченец говорит, что русня это я это русня, что Путин это Богом посланный нам человек, и вот мы все хорошо прочитаем. Я тебе 1000 таких видео пришлю. Я тебе даже фамилии, имена и адреса назову этих людей, кто так говорит, утверждает. Я тебе пришлю видео, как ради величия Путина чеченец убивает чеченцев. Понимаешь? О чем ты вообще говоришь, я не могу понять. Какие вопросы вообще? Какой-то еврей что-то сказал. А попробуй, не скажи это, тогда что будет? КГБ никогда не поддерживало мусульман. Почитай книгу «Быть аланами». Но я не буду никакую КГБшную книгу читать про быть аланами или какую-то, чью-то, может быть, другую чью-то книгу. Я тебе могу сказать, что арабские страны, не мусульманские, хотя там население мусульманские, просто я не хочу, чтобы мой ислам чистый, нормальный, цивилизованный, гуманный, добрый ислам смешивали вот в этой всей грязью, и какие-то радикалы, как любую религию можно довести до крайности, также доводили мою религию до крайности. Ну, я тебе могу сказать, что все арабские страны, которые большинство исповедуют ислам, ну, не все, конечно, многие арабские страны, они являются до сих пор самыми близкими союзниками КГБ, России, СССР, начиная от Саддама Хусейна, который там ГРУ, там его чуть ли не на шее, от Муаммара Каддафи, от Башара Асада, от кто там в Египте они были, ну, везде, везде. Арабы всегда были самыми близкими друзьями самого безбожного, сатанистского КГБшного режима, чей бог Ленин лежал на Красной Кровавой площади, и они водили туда детишек водить, смотреть на этот трупик, который их же убивал миллионами. О чем ты говоришь? Я не могу понять. Самый большой друг арабского мира это СССР был, это было КГБ. О чем, черт побери, ты говоришь? Ва алейкум ассалам. Спасибо миру, Азарик. Спасибо, ва алейкум салам. И тебе мир. Все арабская лига, братьев, КГБ, ФСБ и русские это 100%. Да, Ичкерия, здесь тут такие интересные деятели. Астан, здравствуйте, я чеченец, христианин. Что думаете об этом? Мне глубоко все равно, какую ты религию исповедуешь. Ты мне скажи, что ты делаешь для того, чтобы защитить чеченский народ, который уничтожают? А зайти сюда, прикинуться, христианин ты, иудей ты, там еще кто-то, это сугубо твое личное дело. Что ты делаешь? Ты пишешь, я чеченец, ты написал. Первое, что ты написал, я чеченец, ты говоришь. Если ты чеченец, если ты что ты делаешь для чеченского народа? Чеченский народ находится на грани уничтожения, истребления. Ты занимаешься том, что провоцируешь. Я христианин или еще что-то. Какая твоя цель? Ты о себе заявить хочешь, а я хочу помочь людям, помочь чеченскому народу, понимаешь? Вот между нами разница. Ты людей провоцируешь на что-то, о себе заявляешь, а я хочу просто помочь. Вот и все. Хорошо, War was real, War, хорошо, War.
Страсбурге Ору Далмуа. Так. Так, друзья. Какая помощь мы получаем от тебя, говорит Скорпион. Ты служишь России, Скорпион. Какую я могу тебе помощь оказать? Я россиянцам не помогаю, да, не подаю россиянцам. Да. Садись перед экраном и что-то негативное против России скажи, и узнаешь, Эчкерес. Ты кому служишь, говорит. Этот, который служит Русне, задает мне вопрос, кому я служу. Я служу, уже много раз говорил, его величество господину чеченскому народу, да. В отличие от тебя, служащему Русне, да, которая убивала нас. Вот и вся между нами разница. Понимаешь? Ты изображаешь из себя какого-то защитника, там, чеченцев и так далее, и сделаешь себе какие-то деньги и имя. Вот и все. А я это делаю бесплатно, в отличие от тебя. Вот такие вот вещи, Дим, вот такие вот вещи. Так что, друзья, нас ждут очень-очень интересные моменты. Ты откуда, говорит Мухаммад Эскирханов, Эскирханов, Мухаммад Эскирханов. Ты откуда, скажи? В смысле, я со стула, на стуле сижу, да. Ичкерийцы, вас так мало. Сергей, ну, мало, много, это такое понятие растяжимое, понимаешь? Нас мало, но мы в тельняшках, как говорится. Нет, ты из Германии. Говорит. Так если ты знал, что я из Германии, зачем ты мне вновь и вновь писал? Ведя прямой эфир, ты не помогаешь Чеченской Республике, говорит Магомед. Ну, это уже, как сказать, да, Чеченская Республика, оккупированная часть фашистской России, ей я не помогаю, я ее лютый враг. Независимой, суверенной Чеченской Республике Ичкерия и моему прекрасному чеченскому народу, я думаю, я помогаю. Ну, а так, народ сам решит. На деле надо, а не здесь. Говорит. Этот Скорпион, это пехота Путина. Ему нужно, на деле нужно. Нужно, чтобы с автоматом мы пошли и воевали за Россию матушку. Вот что ему нужно. Да. Давай, пока ты повоюй за Русню матушку, да, давай, повоюешь ты. А мы потом что-нибудь сами решим делать. Да. Слава Украине, славочке. Героям слава, ангел. Героям слава. А ты знаешь, ты где ты с флагом фашистов? Флаг фашистский – это русский флаг. Ты меня не увидишь русским флагом. Место зарождения фашизма, подскажи, говорит. Место зарождения фашизма – Лубянская площадь, дом 1, ФСБ, место зарождения КГБ СССР. Скажи, пожалуйста, самый близкий народ чеченцам – это кто? В смысле, какие есть? А ну-ка, давай, скажи мне. Это Германия. Так, смотри, за
вот этот тупой подхлопник нас покидает, да, за оскорбление Германии, да. Германия не фашистская страна, твоя русня фашистская страна. Поэтому нам нельзя, вам тут запрещено нашу прекрасную Германию. Нас мало, но русские боятся, главное, говорит Алаш. Да, не говори, если бы нас было много, они бы, наверное, инфаркт получили, Алаш. Мы тут скромно ведем свою небольшую информационную деятельность, а они все трясутся, трясутся, трясутся и трясутся. Nicht gut, ja. Так, друзья, я, наверное, закончу на этом свой стрим. Главная моя задача была вам донести информацию, что готовится хаос и террор на территории фашистской России. Будьте готовы, у вас дома будут находить литературу, патроны, гранаты. Это что нельзя маркировать, не имеет номера. Обычно они так этим действуют, так действуют. Я призываю всех, кто сейчас уже сидит на волне и готов там по поводу там каких-то там сирийских там супервоинов, да, турецких супервоинов, там украинских там супервоинов, которые разные там есть, будут нам рассказывать историю, что вот там поднимаемся на джихад и так далее. Вы всего лишь инструменты, вы нанесете вред всем мусульманам и себе в частности. Поэтому всех призываю не поддаваться провокации, подождите немножко, год, два, три, ситуация стабилизируется, максимум это такой срок, я полагаю. А так будет видно. На этом я свой стрим заканчиваю. Салам алейкум, рад слышать, хвала Всевышнего, алейкум салам. Всего самого хорошего. Все будет Ичкерия. Ади кёль маш оль. До свидания, друзья.